Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы будем рассказывать вам о деятельности профсоюза работников образования и многом другом интересном. Ну что ж, приступим. Столичные гости в Доме профсоюзов Чеченской Республики. Очередной визит руководства профсоюза работников образования Российской Федерации. Презентация энциклопедии народных и заслуженных учителей Чеченской Республики. Сегодня мы представляем на ваш суд плод большого коллективного труда. Собеседование с работниками образования, желающими участвовать в выборах на должность председателя первичной организации. Столичных гостей принимали в профсоюзе нашей республики. Рабочая группа Общероссийского профсоюза образования во главе с председателем Галиной Меркуловой изучала работу своих подопечных. Это плановый визит, но примечателен он тем, что приехало практически все руководство. Мы сейчас переходим, здесь у нас презентационная выставка. Вы сейчас убедитесь, чем занимается профсоюз образования Чеченской Республики. Идемте. То есть и коня на ходу останавливаете вы, да? Да. Гости детально изучили основные направления деятельности Республиканской организации профсоюза, документальные, организационные составляющие всей профсоюзной работы. Особое внимание было уделено организационно-финансовой правовой работе в Чеченской организации профсоюза, а также деятельности Фонда социальной поддержки учителей. Были посещены представительства и первичной, и профсоюзной организации в районах. Очень порадовала гостей презентационная выставка, разнообразная литература для членов профсоюза, издания в виде буклетов и презентабельных книг в богатых переплетах. Руководство осталось довольным увиденным. Энциклопедии бывают разные, но это издание заслуживает особого внимания. Здесь собрана вся информация об учителях, не рядовых, а заслуженных и народных нашей республики. Листая глянцевые страницы, я увидела много знакомых лиц, но еще и много нового узнала для себя об учительских династиях. Учительство – это искусство, труд. Не менее творческий, чем труд писателя и художника, но гораздо более ответственный. Торжественная презентация энциклопедии народных и заслуженных учителей Чеченской Республики состоялась в одном из красивейших и уютных залов Грозного в Русском драматическом театре имени Михаила Лермонтова. Там же был представлен фотокалендарь, в котором содержится информация и фотографии победителей республиканских педагогических конкурсов. Помимо самих героев издания и их коллег, здесь присутствовали члены Центрального совета профсоюза образования во главе с Галиной Меркуловой, председателем профсоюза работников народного образования и науки России, члены правительства Чеченской Республики, депутаты парламента и представители общественности. Какие титанические усилия нужно было предпринять здесь, в Чеченской Республике, пережив такие тяжелейшие годы, трудные времена, чтобы создать такую стройную, системно работающую организацию, каковой является организация Чеченской Республиканской организации профсоюза образования. Вы уникальные люди. Мы преклоняемся перед вами, потому что вы не просто самоотверженно трудитесь, но вы являетесь образцом для молодых, для всех тех, кто еще не достиг таких высот профессионализма, которых удалось достигнуть вам. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление Государственного симфонического оркестра под управлением профессора, народного артиста России Валерия Хлебникова. Надо отметить, в истории республики такого издания никогда не было. По словам участников презентации, энциклопедия – та книга, благодаря которой наши потомки будут помнить о своих учителях.
Заслуженные педагоги Чеченской Республики занесены в эту книгу всего 313 человек. Над изданием в течение полугода работали специалисты Рессовета и внештатные корреспонденты профсоюза образования. Подобного рода издание первое в республике. В будущем мы планируем провести большую работу по сбору информации о народных и заслуженных учителях за всю историю нашего региона, сообщил председатель Чеченской организации профсоюза Хизир Герзелиев. Сегодня мы представляем на ваш суд плод большого коллективного труда работников профсоюза образования, энциклопедию народных и заслуженных учителей Чеченской Республики и фотокалендарь победителей республиканских конкурсов педагогического мастерства. Впервые мы решили свести воедино в этих изданиях сведения о людях благороднейшей профессии, самоотверженно работающих на благо подрастающего поколения, щедро отдающих свои знания и опыт детям, готовящих их к взрослой жизни. Из тех, о ком говорится в энциклопедии, большинство в настоящее время продолжает трудиться в образовательных учреждениях республики. Некоторых уже нет среди нас, но долг памяти обязывает нас никогда не забывать о них. Среди представленных в энциклопедии вы найдете имена очень талантливых и просто увлеченных своей работой учителей и педагогов. Достаточно назвать такие имена, как Абузар Айдамиров, Зайнди Джамалханов, Жамалди Махмаев, Вера Чистаева. Мы уверены, что число таких педагогов будет приумножаться с каждым годом. Новое время и новые задачи выдвинут их вперед, сказал Хизир Магомедович. О том, как возникла идея создания энциклопедии, как происходил сбор информации о ее ценности, нам рассказал один из редакторов энциклопедии. Идея сама создать такое издание пришла нашему председателю профсоюза Герзелиеву Хизиру Магомедовичу. Он давно вынашивал эту идею. Для него была такая цель, вот как бы увековечить память тех людей, которые внесли непосильный вклад именно в отрасль образования. И в прошлом году, в августе месяце, мы начали работу над этим изданием, то есть сбор материалов по всей республике о заслуженных и народных учителях. Подготовительная работа была очень не из легких, я вам скажу, потому что после известных событий в нашей республике мало где сохранились архивные материалы, и нужно было по всей республике собирать этих людей. У нас не было стат данных, вот именно учет не велся, такой учет людям, которые имеют такие звания. Поэтому наши профсоюзные активисты во всех районах республики начали работу по подбору материалов и по подбору людей, которые имеют эти звания. В наше издание вошло 330 человек, но это далеко не все люди, которые в нашей республике имеют звания. Это наш своего рода такой первый экспериментальный выпуск. Такой работы профсоюза, которую мы увидели, пребывая в республике, поверьте, нет ни в одной профсоюзной организации российского пространства, сказала Галина Меркулова. Вы, находящиеся в этом зале, основа и опора образования. Вы идете в правильном направлении. Об этом еще раз говорит презентация столь нужной и важной книги «Энциклопедии об учителях». И в этом вы опередили все профсоюзы образования России. Профсоюз намерен и в дальнейшем издавать подобные сборники, куда будут занесены имена и других достойных педагогов. Растет новое поколение учителей, и так будет всегда. Ведь труд учителя будет востребованным и почитаемым в народе вечно. Нет сомнения в том, что каждый, кто возьмет в руки энциклопедию, как и я, обязательно найдет знакомое и дорогое сердцу лицо. Как писали в одно время на школьных выпускных виньетках, где бы ты ни был, кем бы ни стал, помни о тех, кто тебя воспитал. Приезд московского руководства профсоюза никак не мог пройти незамеченным местными средствами массовой информации. Тут же была организована пресс-конференция, и чеченские СМИ получили все ответы на множество вопросов, связанных с работой профорганизаций и эффективностью их деятельности.
В Доме профсоюза Чеченской Республики прошла пресс-конференция с участием членов профсоюза работников и народного образования и науки Российской Федерации во главе с его председателем Галиной Ивановной Меркуловой. Отвечая на вопросы журналистов, Меркулова отметила уровень профсоюзной организации Чеченской Республики. Это очень интенсивное развитие организации. И нам это очень интересно наблюдать этот процесс, и не только наблюдать, а мы и участники этого процесса, потому что ведь практически эта организация очень системно транслирует ту политику, которую вырабатывает профсоюз в целом. И это вот такое очень важное весомое звено в нашем профсоюзе, как Чеченская республиканская организация его, оно, конечно, для нас очень важно, и мы как бы понимаем, что она двигается в нужном направлении. Эта организация также является лидирующей. И мне только очень хочется пожелать им большого успеха. И у них, конечно, очень уважаемый профессиональный руководитель. Вот это надо тоже иметь в виду. У нас есть внутри профсоюза самая дорогая нам награда – медаль имени нашего председателя, бывшего, который был председателем, когда мы создавали Российский профсоюз, Владимира Михайловича Яковлева, и он награжден этой медалью вполне по праву. Российская профсоюзная организация имеет в своем стане тысячи работников во всех регионах нашей огромной страны. Могу вас заверить, что профсоюзная организация Чеченской Республики одна из лучших во всей России. На мой взгляд, другим стоит брать с вас пример, сказала Галина Ивановна. Мы очень рады приветствовать делегацию Галины Ивановны на нашей земле. Профсоюзная организация Чеченской Республики – важное звено в развитии нашего региона. Я не могу не согласиться со словами Галины Ивановны, что профсоюз Чечни является одним из лучших во всей России. Действительно, мы достигли хороших результатов за последнее время. Особенно если учесть, что нашей организации всего лишь 10 с небольшим лет, сказал Салтагиреев, председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики. Отметим, что Галина Ивановна приезжает в Чечню уже в 4-й раз и уже успела заметить кое-какие изменения. Вам известно, что я приезжаю в вашу республику не в первый раз, и с каждым новым приездом я замечаю все яркие изменения в положительную сторону, отметила она. Также Меркулова ответила и на вопросы, связанные с повышением заработной платы и защитой прав учителей и охраны труда. Профсоюзная организация была проделана большая работа в плане защиты прав рабочих и охраны труда. Мы уже побывали в нескольких школах республики и не заметили значительных нарушений, добавила она. Да, хорошо. Вот вы говорите, вы делаете положительные оценки. Да, действительно хорошо. Да, организация развивается. Но это не значит, что успокойтесь, дальше делать больше нечего. И он сам не сможет так работать, так же, как его команда, так же, как весь наш профсоюз. Мы всегда будем думать, что завтра можно сделать лучше, эффективнее. Если наши организации иные в иных регионах имели режим наибольшего благоприятствования для развития на протяжении целого ряда десятков лет, то Хизер Магомедович занялся созданием организации фактически с чистого листа. И то, что ваша организация сегодня успешно соперничает, в кавычках, естественно, соперничает, у нас у всех партнерские великолепные отношения, успешно соперничает и с республиканскими, и с областными, и с краевыми организациями, которые имеют достаточно большой, богатый опыт деятельности. Это ведь великолепно, это замечательно. Это произошло за неполные, сколько там, 10 лет, наверное, 10 лет, наверное, не насчитаем. По информационной работе, вы знаете, чеченскую организацию можно ставить пример. И то, как сделан сайт, и то, как информация распространяется. Дело в том, что буквально 10 лет назад не было даже мобильных телефонов у председателей профсоюза, не было компьютеров, не было интернета. Сейчас все это обеспечено и возможно благодаря тому, что все средства централизуются, а не как во многих регионах, извините, разбазариваются. Было отмечено, что Российская профсоюзная организация имеет своих последователей в 300 вузах страны. Однако вузы Чечни не входят в этот длинный список. В будущем этот вопрос будет решен. Будет проведена работа по созданию студенческого совета профсоюзов в вузах республики. В профсоюзах всегда уделяется много внимания правозащитной работе. В принципе, для того они нужны, чтобы защищать права своих подопечных. Они проводят прием членов профсоюза каждый день. И у себя в офисе, и на сайте. Мадаев Хизри Джамалдинович возглавляет правозащитный отдел. Он ответит на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Платят ли учителю, когда у детей каникулы? Да, платят.
Это весенние каникулы, зимние каникулы и летние каникулы. Предусмотрена тарификация, оплата производится. У них, в общем, бывает, в общем, летние каникулы 56 дней, в общем, и зимние, в общем, короткие, на разные периоды. Но учителю оплачивается этот период. Можно ли рассчитывать на доплаты? Если да, то на какие? Да, можно. Нередко, в общем, работодатели стараются учителю дать меньше, чем положено. Вот, например, за проверку тетради в трудовых договорах стараются не указывать в трудовых договорах все эти доплаты. Хотя эти доплаты, в общем, оговорены законом Российской Федерации и предусмотрены. Но учитель должен знать свои права, но часто бывает, что они это не знают, и у нас, как принято, работник всегда старается угодить, в общем, работодателю, а не защитить свои права, которые предусмотрены и даны ему законодательством. Там есть доплаты за праздничные дни работы, в общем, за выходные дни работы, ночную смену и проверка тетрадей, дополнительные нагрузки, чем предусмотрено трудовым договором, если у него есть предусмотрены доплаты. Как исчисляется стаж педагогической работы? Стаж педагогической работы исчисляется очень просто. С момента издания приказа и подписания трудового договора, через 3 дня, минимум 3 дня, в общем, должен быть издан приказ о приеме на работу. И с момента преступления, когда приступил работник, он уже считается, в общем, стаж идущим. Но тут еще есть другое. Были периоды, когда, в общем, высших учебных заведений, когда оканчивали, там, в общем, половина срока, в общем, зачислялась стаж педагогической работы. Стаж имеет огромное значение для человека, для учителя тем более, потому что, в общем, законом предусмотрено ранний выход на пенсию, в общем, в зависимости от стажа. Если 25 лет педагогической работы стаж имеет учитель, то он имеет право на досрочную пенсию до достижения пенсионного возраста. Если у вас появились также вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. А на самом сайте профсоюза работники образования могут для себя найти много чего интересного и полезного. Например, летопись профсоюзных дел. Эту книгу вы можете полистать онлайн. Здесь собраны все добрые дела. Давайте вспомним о самых значимых. Летопись профсоюза образования. 2010 год. Январь. Президенту Чеченской Республики направлено обращение от профсоюза по вопросу обеспечения прав педагогических работников на бесплатное жилье с отоплением и освещением. Февраль. Установлены 5 видов наград для активных членов профсоюза. Апрель. Состоялась встреча председателя профсоюза Герзелиева с председателем парламента Чеченской Республики Абдурахмановым по вопросу порядка реализации статьи 51 о льготах педагогическим работникам по оплате жилья, отопления и освещения. Июнь. Кредитный вопрос профсоюза – важная форма развития солидарности, взаимной помощи и поддержки членов профсоюза. В Грозном состоялось республиканское совещание пайщиков кредитного фонда. Сентябрь. В Доме профсоюзов проведено торжественное собрание, посвященное Международному дню учителя. Профсоюзными наградами удостоились 153 профактивиста. Первичная организация, в народе просто первичка. Это своего рода профсоюз в миниатюре. Это добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении или организации. Председатели выбирают члены профсоюза на отчетно-выборном собрании 2 раза в пятилетку. Но о выборах пока говорить рано. Собеседования с кандидатами еще не завершились. Вот уже месяц руководство профсоюза выезжает в каждый район для знакомства с профсоюзными активистами. Демельханова Лаиса Магомедовна, 205-й детский сад. Коллектив нелегкого. 77. А он 30% лой доплат за профсоюзную работу. 2009 года. А проблем нет, что там по... Ну, сейчас в данный момент таких проблем нету. И Газем Магомедович, это первый детский сад,
кто ходит в ФСПО у нас. У вас есть ФСПО? Да, у нас 21 человек пока. Молодец. Стараюсь. Вот, молодец, Стараемся. да. Мы так дружно стараемся работать. Да, очень хорошо. Получается. Хорошо. Ну, рейс до жду, ну и что, да, сами столько дышим. И встретились мы практически с каждым председателем правкома. Значит, у нас 765 первичных организаций, следовательно, 765 председателей, кандидатов на эту должность председателей. Мы обговорили, значит, предварительно познакомились с ними и пришли к выводу, что, в общем, у нас неплохой и, в общем-то, качественный состав будущих наших профсоюзных активистов. Конечно, вопрос о том, быть им или не быть на председателем, решит отчетно-выборное собрание, коллектив решит. Недооценивать значение первичек никак нельзя. От их работы зависит в целом вся работа профсоюза. Как, наверное, вы уже заметили, среди претендентов в основном женщины. По словам руководства, новых лиц на собеседовании немало. В основном у нас будет 30% молодежи, где-то около 80% женщин. Вот мы, собственно говоря, очень настраивали наших штатных работников в районах вот, на то, чтобы именно подбирать вот, побольше вот такого плана профсоюзных активистов. Молодежи больше и, естественно, женщин, поскольку у нас совершенно правильно. Они более ответственно относятся к этому делу, более трудолюбивые, больше воспринимают интересы людей и стараются помочь людям. Где-то 20% из всех тех, кто мы слушали, это были совершенно новые люди, которые вольются, так сказать, в нашу профсоюзную семью. В первичных организациях надо уметь пользоваться компьютером, надо уметь пользоваться почтой электронной. Вот, поэтому, конечно, молодежь в основном, которая к нам сейчас пришла, вот, или новые, те, кто будет у нас избираться или предлагаться на выборах на должность профсоюзного лидера, в основном те, кто как раз владеют вот, компьютерной технологией. В следующем выпуске программы «Вестник профсоюза образования» мы уже точно будем знать, кто удостоился чести стать председателем первичной организации. Ну, на этом я прощаюсь. До новых встреч. Адикеуш. Смотрите в следующей программе. Профсоюз проводит итоги отчетно-выборных собраний. Кто возглавит первичные организации? В каждом районе представитель профсоюза образования. Возможно ли это? Знакомство с новыми членами профсоюза. Встреча с коллективом 14-й гимназии. Резонанс. Вышел в свет первый номер журнала Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования.